بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ассаламу алейкум, дорогие дагестанцы, дорогие братья и сестры. Прошел священный месяц Рамазан, месяц духовного и телесного очищения. Отпраздновали мы Ураза Байрам, праздник единения. И, альхамдулиллах, в этом году он на редкость удался и во всем торжестве, и в единении. Сделано немало добрых дел. Намерений было куда больше. И то верослужение, с которым мы предстали перед Всевышним, это и есть гарант нашего духовного очищения. Я надеюсь, что мы предстанем перед Всевышним в числе тех, кто с нетерпением ждут следующего священного Рамазана. Мы с надеждой смотрим на дни грядущие. Но вместе с этой надеждой в душе таится какая-то горечь, тревога. От чего бы это? Наверное, все-таки от того, о чем говорил пророк наш, алейхиссалату вассалям, мир ему Мухаммад: «Хуббу дунья расу кулли хатиятин». Любовь к земному — голова всех бед. Мы страшно отдаляемся от наказа Всевышнего, когда сближаемся непосредственно с мирскими нашими интересами. Надеюсь, что это тревога и от чувства ответственности, прежде всего перед нашим Создателем, а затем у каждого перед самим собой. А у меня, дорогие братья и сестры, перед вами, дагестанцами. На самом деле это чувство ответственности должно быть переполнено у каждого достойного мусульманина. Ибо пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Ман лам яхтам би умурина фалейса минна». Тот, кто не беспокоится о наших проблемах и чаяниях, тот не из нас. А я хотел бы быть из вас, и вы, конечно, хотели бы быть из нас. То есть мы хотели бы быть одной единой исламской уммой. Что же мешает нашему единению? Вновь возвращаюсь к сказанному: любовь к земному, любовь к мирским благам, к чинам, к сиюминутным интересам, к интересам быстротечной мирской жизни, при этом забывая о вечной потусторонней жизни. Знаете, как-то задумываясь о проблемах пострамазановского периода, я определил несколько позиций. Первое — это все-таки была проблема проблем — это наши предстоящие выборы. Второе — это были проблемы хаджа, моих уважаемых дорогих паломников. И третье — это все-таки, хоть и далеко от нас, но проблема Персидского залива. Начну с конца. Проблема Персидского залива, она не раз тревожила умы здравомыслящих дагестанцев. Из 90-х годов мы не раз говорили о поддержке иракского народа. И вот на днях мы сделали вновь одно обращение непосредственно в Совет Безопасности ООН, где мы призвали бесценный Божий дар, жизнь человечества, чтобы не ставилось под угрозу из-за амбициозных интересов сильных мира сего.
Сильных, конечно, в кавычках. Потому что сильные мира сего – это те, кто имеет духовную силу. А люди, имеющие духовную силу, не строят счастье свое на горе другого. Вторая проблема – это проблема хаджа. В этом году очень много непредвиденных требований. Самое главное из них, самое беспокоящее нас – это вопрос своевременного оформления документов. Мы сделали все возможное, создали всевозможные условия, соответственно, нашей мирской бедноте, для того, чтобы в духовном управлении вы почувствовали заботу о себе. Даже могу сказать, что некоторые из первых паломников, которые уже посетили духовное управление, они говорят, что духовенство, то есть здание, в котором мы находимся, условия, которые мы создали, неузнаваемо изменились. Все это было нелегко, но одно то, что у нас была надежда, то, что мы это делаем ради Аллаха и ради вас, дорогие братья и сестры, видно, сделало так, чтобы эти проблемы нам были по плечу. И хочется все-таки, чтобы вы почувствовали эту заботу, с пониманием отнеслись бы и к нашим проблемам, проблемам моральным, физическим и нередко материальным. Теперь приду к тому, о чем я начал говорить, о первой проблеме. Почему она первая? Проблема выборов. Вроде бы это не духовная проблема. Но ведь согласитесь, что от того, каким мы увидим 15 февраля, зависит, возможно, наше ближайшее будущее. Почему я говорю об этом с такой осторожностью? Потому что создалась очень тревожная, накаленная обстановка вокруг проблемы выборов. Мы нередко обращались к вам, дорогие братья и сестры, о том, что мы не должны забывать об ответе перед Всевышним. И если мы не в состоянии помочь, то хотя бы мы не должны вредить. И сегодня, когда уже в преддверии тех событий, которые определят того, кто будет возглавлять город на определенное время, на определенный отрезок нашей быстротечной жизни, мне хочется прежде всего обратиться к кандидатам. Уважаемые кандидаты, в особенности те, кто сегодня определились как лидеры, Шарухан и Саид. Я бы хотел, чтобы каждый из вас спросил себя, способны ли вы 16 февраля, в день, когда уже будет определено, кто из вас стал первым, подойти к так называемому мирскому победителю и протянуть руку, и поздравить его, и сказать, что все, что я обещал народу в своих предвыборных встречах, я буду стараться претворять в жизнь и буду вашим помощником. Если вы на это не способны, задумайтесь, сколько раз простой рядовой махачкалинец будет во 100 крат раз прав по сравнению с вами, когда он придет к вам на прием. Как он придет к вам с теми проблемами,
которые его тревожат уже не один год, и в надежде на ваши обещания придет к вам кабинет. Если вы сегодня не готовы протянуть друг другу руку, я больше чем уверен, вы не способны будете протянуть руку и рядовому махачкалинцу. Еще я хотел бы, обращаясь к вам, сказать, что многое решаете не вы, а ваше окружение. Я бы очень хотел, чтобы непосредственно, давая последнее напутственное слово своим помощникам, начальникам своих штабов, вы еще раз напомнили бы о том, что от их благих, добрых или недобрых поступков 15 февраля зависит ваш имидж в будущем. И посему, обращаясь к ближайшему окружению вашему, мне хочется сказать, что сделайте все так, как вы на самом деле хотели бы услышать уже последующие дни после выборов. И посмотрите, на самом деле каждый ваш поступок должен быть соизмерим с вашими божественными ангелами, которые находятся на ваших плечах. Ведь кто-то может не заметить, кто-то может отвернуться, сделать вид, что не заметил. Но эти ангелы справа и слева, они очень бдительны. Они записывают справа каждое доброе деяние и слева каждое неблагое дело. И посему эти бдительные стражи не упустят малейшего вашего движения. И то, как оно будет сделано, с каким намерением вы будете совершать ваши поступки, от этого будет зависеть ваше будущее. Подумайте и о том, что от ваших активных разговоров, от ваших активных дел практически будет зависеть, как 16 числа, в понедельник, выходя утром на работу, встретятся друг с другом два соседа на одной лестничной площадке. Отвернутся ли они друг от друга или наоборот протянут руку друг другу и будут желать друг другу, как положено мусульманам, в своем приветствии «Ассаляму алейкум», мира и благополучия. Ведь правители приходят и уходят, а нам, нашему будущему поколению, жить в этом городе, нашем родном Дагестане. Я бы хотел, чтобы все имамы мечетей в пятничный день в своих пятничных молитвах прочитали бы Аль-Кунут, то есть Махдина, с просьбой и с чувством того, чтобы Аллах Та'ала не спаслал лучшие дни, чтобы каждый последующий день нашей жизни был лучше предыдущего. Мне бы хотелось, чтобы джамааты в мечетях сделали бы дуа, ведь ад-дуа усиляхуль му'мин. Истинное оружие мусульманина – это мольба к Всевышнему. Чтобы они попросили Всевышнего, чтобы, вопреки нашим опасениям, день 15 февраля стало бы днем, когда еще раз дагестанцы проявили бы максимум мудрости, присущей им и особенно их предкам. Я бы хотел, чтобы мы не опозорили свое духовное наследие и достойное имя дагестанцев. И еще раз, обращаясь к нашим
братьям, сестрам, которые будут активно работать еще последние оставшиеся дни и часы перед выборами. Я бы хотел бы, как бы связывая непосредственно проблему выборов, этого день массового скопления людей, и увязывая его с одним из столпов ислама, с хаджем, напомнить многим из вас, кто сегодня стоит по разные стороны, является как бы ревнителями победы одного из претендентов, многим из вас придется или вместе быть на священной земле, где не будет ни мэров, ни президентов, где мы будем равны перед Всевышним. А некоторым из вас хотя бы придется провожать своих ближних, встретиться друг с другом, пожать друг другу руку, и насколько искренне это будет рукопожатие, зависит от ваших поступков сегодня. Хотелось бы, чтобы наши слова не расходились бы с делами, и чтобы в день, когда мы непосредственно узнаем о том, кто оказался первым среди равных в плане того, что он стал мэром города, чтобы мы все сделали бы дуа о непосредственно ниспослании помощи Всевышнего в этом нелегком деле, о том, чтобы Аллах Та'ала наделил его мудростью и ответственностью перед махачкалинцами и перед всем Дагестаном, так как это столица. Обращаясь еще раз к претендентам, хочу сказать, делайте так, чтобы ваши поступки были гарантами того, что в день, когда вы узнаете, что вы не набрали то должное количество голосов, которое дало вам право называть себя мэром, чтобы вы не почувствовали себя побежденным. В этой мирской борьбе победителей и побежденных не должно быть. Мы все братья, слуги одного Аллаха, и мы должны себя видеть только по примеру того, как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, «Маталюль ахавайни, маталюль ядайни, тагсилюль ихдахумаль ухра». Пример двух братьев, пример двух рук, которая одна омывает другую. Омывайте друг друга, не пачкайте себя и других. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.